Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, что вез в кузове водитель «Газели». Позвонили, сказали увезти груз. Я приехал, забрал и до места не доехал, остановили товарищи. Почему грузом заинтересовались сотрудники автоинспекции? Где купить поддельные продукты? Видишь, они даже без наименований указывают. Ничего нету без этих. И как подделывают молочную продукцию? А также хроника дорожных происшествий Казани. Удар был очень сильный, прям очень сильный был удар. Подъехала скорая, потому что Саша у нас некоторое время вообще не разговаривал. И кража телефонов на сотни тысяч рублей. Он заранее посетил торговый павильон и спустя несколько дней совершил кражу. С собой у него была отвертка, молоток и сменная куртка. Это и не только. Прямо сейчас. Более 1000 литров неизвестной жидкости, предположительно контрафактного алкоголя, обнаружили и изъяли сегодня сотрудники полиции. На улице Даурской они остановили грузовую «Газель» для рядовой проверки документов, но, увидев подозрительную реакцию водителя, решили тщательно досмотреть автомобиль. То, что находилось в кузове, заинтересовало и следственно-оперативную группу. С места, где изымали подозрительную продукцию, репортаж Нафисы Минязовой. Сотрудники полка ДПС по городу Казани остановили «Газель» для рядовой проверки документов. И тогда они заметили, что водитель ведет себя подозрительно. Было принято решение досмотреть автомобиль. В кузове обнаружили более 1000 литров неизвестной жидкости. Предположительно, это контрафактный алкоголь. Просто заставили, стоял за нарушение. Потом сказали за груз, что не в порядке с грузом и все. Алексей, водитель той самой «Газели», в которой обнаружили подозрительную жидкость, занимается грузоперевозками уже около года. Вот и в этот раз просто приехал к заказчику, забрал товар, чтобы отвезти из одной точки города в другую. Позвонили, сказали увезти груз. Я приехал, забрал и до места не доехал, остановили товарищи. Рассказывает, жидкость ему не принадлежит, и что находится в канистрах, он не знает. Документов на груз ему не дали, но перед поездкой успокоили, что там ничего противозаконного. А вы знали, что вы везете? Нет, просто в грузоперевозках работаю, не уточнил. Я сказал, что вода, вода. Просто я посмотрел, приоткрыл, там вода, он 5-литровый канистр. Его не смутило даже то, что с так называемой водой ему в кузов погрузили несколько коробок с крепким алкоголем. После того, как сотрудники полиции ему сообщили о том, что будут изымать подозрительную продукцию, Алексей решил позвонить заказчикам, но ответа так и не дождался. А вот после того, как вас остановили, вы им не звонили, не говорили, что вас задержали? Нет, звонил, трубки не берут. С сотрудниками полиции звонил при них. Однако полицейские думают, что найти владельца груза будет несложно. Если проверка подтвердит, что в канистрах спирт или присутствуют и ядовитые вещества, то может дойти и до уголовной ответственности. А вам сейчас ничего не грозит? Сейчас вроде нет. Потому что я водитель, к этому по части не имею. Я все объяснил, все сказал, позвонил клиентам, клиент трубку не берут, видите, это получилось подстава. А пока будут искать заказчиков, административный штраф, вероятнее всего, все же будет наложен на самого водителя «Газели». Сейчас вся жидкость, а ее более 1000 литров, будет отправлена на экспертизу. И после ее результатов будет принято дальнейшее процессуальное решение. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Почти 10 тонн молочной продукции с признаками фальсификации изъяли сотрудники Управления экономической безопасности в одном из городов Татарстана. Полицейские установили адрес, где фасовались и продавались магазинам поддельные продукты, после чего и началась операция по остановке производства и задержанию подозреваемых. Где продавались поддельные продукты, знает Алина Мусина. Видишь, они даже без наименований указывают. Ничего нету без этих. Поддельные молочные продукты, как выяснили оперативники, продавались оптом. В прицепе, остановленного для проверки автомобиля, полицейские обнаружили 400 коробок, в каждой по 20 килограммов молочной продукции, имеющей признаки фальсификации. Всего 8 тонн фирму-поставщика вычислили быстро. В результате дальнейших обследований складских помещений общества с ограниченной ответственностью сотрудники подразделения экономической безопасности обнаружили и изъяли 44 картонные коробки с нанесенным на них фирменным наименованием известного производителя. Кроме того, устанавливается причастность к деятельности данной группы и других лиц. Эту продукцию оперативники нашли на прилавках в одном из магазинов Чистополя. Сейчас вся продукция изъята и направлена на ответственное хранение. Уже назначена экспертиза, по результатам которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело. Алина Мусина, вызов 112. Сразу 5 автомобилей столкнулись этой ночью на пересечении улиц Чистопольская и Абсалямова. По предварительной версии, сначала автомобиль-такси столкнулся с «Шевроле Авео». Удар был такой силой, что американская иномарка отлетела на машины из встречного потока. Все произошедшее попало на видеорегистратор. Их записи посмотрел Рамиль Шайдуллин. Удар был очень сильный,
прям очень сильный был удар. Повреждения автомобилей красноречиво говорят о силе столкновения. Больше всего досталось пассажирам «Шевроле Авео». Люди даже не смогли выбраться из машины после аварии. Подъехала скорая, потому что Саша у нас некоторое время вообще не разговаривал. И все, я была в сознании, у меня просто, голова болит, и все. Я потом поеду в скорую, просто мы не знали, можно нам выходить или нельзя, и нужно было дождаться милиционеров, полицейских. По предварительной версии, автомобиль «Шевроле Авео» уехал по улице Чистопольская, тогда как автомобиль такси Nissan Альмера по Абсалямова. По предварительным данным автоинспекции, именно его водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора и тут же врезался в бок красной иномарки. После удара «Шевроле Авео» вылетела на встречную полосу прямо на автомобиле Kia Rio и «Шевроле Орландо». Затем последнюю машину отбросила на автомобиль «Тагаз». Нам зеленый загорелся как раз. И мы только тронулись, и прям там какая-то машина, то есть я что-то не заметил, я вот только видел, как красная машина, ее прямо так боком несло. Изначально никто из участников аварии не спешил признавать свою вину, но вскоре один из автомобилистов достал видеорегистратор. На записи видно, как потоку, едущему по улице Чистопольская, загорается разрешающий сигнал светофора. Спустя 2 секунды на перекрестке появляется таксист, выехавший с улицы Абсалямова. Столкновение следует незамедлительно. Отрицать свою вину в подобной ситуации уже не имеет смысла. И вероятнее всего, ответственность за произошедшее ляжет исключительно на водителя такси. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. «Ладу» 14-й модели с 4 молодыми людьми в салоне остановили автоинспекторы ночью на проспекте Сюембике в Набережных Челнах. При осмотре машины полицейские в багажнике обнаружили 32 колпака от автомобилей различных марок. Где они взяли столько деталей, ни водитель, ни пассажиры, все жители Актанышского района республики объяснить не смогли. Всех 4 полицейские задержали, автомобиль доставили на стоянку отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по подозрению в краже автозапчастей. Пожарный расчет, полицейские и кинологи экстренно прибыли сегодня днем на улицу Кулахметова. Их вызвали сотрудники многофункционального центра. Они обнаружили в помещении подозрительную сумку. Работники и посетители заведения были экстренно эвакуированы. Кинологи осмотрели место происшествия и выяснили, что в так называемой подозрительной сумке ничего подозрительного нет. Просто один из посетителей случайно оставил свой портфель. Украл дорогие мобильные телефоны на сумму около 400 тысяч рублей. В полицию с заявлением о пропаже ценных гаджетов обратились сотрудники одного из магазинов электроники. Выяснилось, что неизвестный вскрыл дверь помещения острым предметом и похитил технику. Затем сел в машину и спокойно уехал. Подозреваемого задержали спустя несколько дней. Им оказался 39-летний житель Автограда. Что стало причиной такого поступка, знает Анна Городнова. Ущерб. Во время избрания меры пресечения в суде задержанный просил не сажать его в следственный изолятор и отпустить домой, обосновав это тем, что у него 2 несовершеннолетних детей. Рассказал, что пошел на кражу из-за того, что ему не хватало денег на жизнь. Он заранее посетил торговый павильон и спустя несколько дней совершил кражу. С собой у него была отвертка, молоток и сменная куртка. Все похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела. Как установили полицейские, отверткой мужчина вскрыл дверь помещения и забрал оттуда несколько дорогостоящих мобильных телефонов на сумму около 400 тысяч рублей. Затем, как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, он спокойно подошел к своей машине, переодел верхнюю одежду и уехал. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции Азина-2 совместно с коллегами из отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани в кратчайшие сроки установили и задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Автограда. Свою вину мужчина признал полностью. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». И решением Советского районного суда его арестовали на время следствия. Анна Городнова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.